Правительство должно не только критиковать руководителей на местах, где наблюдается сложная ситуация с распространением коронавируса и коечным фондом, но и помогать им. Об этом Владимир Путин заявил во время совещания с членами Кабмина, которое прошло в режиме видеоконференции. Сейчас, несмотря на ускорившиеся темпы прироста зараженных и напряженность, ситуация в целом по стране контролируется, но требует, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, быстрых мер реагирования. Загруженность коечного фонда выше, чем среднероссийский показатель, наблюдается в 46 регионах страны. Наиболее критичная ситуация в 10 регионах, где занятость коек составляет более 90%. В 3 регионах занято более 95% коечного фонда. Это Чувашская республика, Орловская область и город Севастополь. Медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией оказывают сегодня 512 тысяч медицинских работников. Это и врачи, и средний медицинский, и младший медицинский персонал, и водители автомобилей скорой медицинской помощи. Мы им очень благодарны за их самоотверженный и тяжелый труд. Кроме того, сейчас по решению правительства и оперативного штаба к оказанию медицинской помощи привлечены почти 55 тысяч студентов медицинских колледжей и вузов и клинических ординаторов, а также 11 тысяч волонтеров. По поводу занятости коечного фонда. Вы сказали, что в 10 регионах ситуация сложнее, чем в других субъектах федерации, но вы назвали 3. Чувашия, Севастополь, Орловская область. Можете назвать остальные 7? Да, конечно, Владимир Владимирович. Это Ивановская Ивановская область, Республика Коми, Республика Мордовия, Пензенская область, Самарская область, Иркутская область и Омская область. Глава государства также задал вопрос, работают ли вице-премьер и Минздрав России отдельно с теми регионами, которым нужна поддержка. Голикова ответила, что такая работа ведется. По ее словам, еще одна проблема связана с тем, что регионы балансируют между лечением больных с коронавирусом и сохранением объемов плановой помощи по другим заболеваниям. Хочу обратиться к главам регионов. Мы неоднократно сегодня уже упоминали регионы Российской Федерации в ходе нашего совещания. Уважаемые коллеги, вы получили широкие полномочия для реализации мер по борьбе с эпидемией. И эту личную ответственность за принятые, надеюсь, принятые вовремя решения или, к сожалению, не приняты иногда, вот эту личную ответственность никто не снимал. И, конечно, ни в коем случае не нужно пытаться приукрашивать ситуацию. Это абсолютно недопустимо. Делать вид, что все нормально. Благостные отчеты, замалчивания никому не нужны. Ни здесь, ни в центре, ни на местах.